Нам надо использовать момент, когда перемирие крупномасштабно будет нарушено украинской стороной. Как только они нарушат это перемирие, значит, должно начаться масштабное наступление войск Донбасса, поддержанное нашей авиацией и дальнобойными системами, то есть ракетными системами, значит, крылатыми ракетами, ракетами «Искандер» и авиацией. Фактически сирийский вариант, понимаете, сирийский вариант, когда будет уничтожена основная инфраструктура военная Украины, значит, центр связи, управления, системы ПВО, тяжелое вооружение. А уже, так сказать, на уничтоженной позиции, там, где осталась одна пехота, в основном с легким вооружением, будут выдвигаться войска Донбасса, которые будут, в общем-то, зачищать ее просто уже от остатков вооруженных сил Украины. Я думаю, как только вот начнется эта операция, уже где-то освободятся Донецкая, Луганская, Харьковская области, и потом режим, он уже посыпется, украинский режим посыпется тогда вот в этих условиях. Вот, потому что уже другие регионы просто не будут эту власть признавать, а им все силы придется оттянуть оттуда и сконцентрировать их на Восточном фронте. И начнутся восстания повсеместно. Вот, в различных областях, там, в Одесской, там, в Херсонской, в Запорожской. И в конце концов режим пойдет. Ну, а некоторые говорят, что вот, а что мы будем потом делать с Украиной? Мы будем вынуждены кормить Украину. Но это совершенно глупые вот рассуждения, потому что на Украине достаточно сил пророссийских, которые совершенно спокойно могут управлять там Украиной сами, без наличия там наших вооруженных сил, то есть там и местная милиция будет, и, так сказать, и местные вооруженные силы на основе армии Донбасса, вот, и там много наших симпатизантов в различных, особенно юго-восточных городах, которые возглавят администрации. Вот, так что управлять будет кому, а работать они сами должны зарабатывать себе на жизнь. И Украина, в принципе, богатая территория. Там много промышленных предприятий, которые, в общем-то, и для нашей промышленности нужны. Тоже вот завод Мотор Сич. Мы до сих пор не можем наладить производство некоторых двигателей для вертолетов, некоторых других систем, для крылатых ракет были вынуждены там закупать. Вот. Сейчас вроде что-то наладили, но лишние, так сказать, мощности нам не помешают. Вот. Судостроительная промышленность, инфраструктура там железнодорожная, даже газотранспортная система, тогда и не надо будет ничего больше строить. Вот, все будет нормально. То есть мы в экономическом плане только выиграем, если Украина, так сказать, выйдет из-под этого ига бандеровской власти. Вот. Так что такой вариант, я считаю, должен серьезно рассматриваться нашим руководством.